Армения. Траурная церемония прошла в городе Гюмри на северо-западе страны. Собравшиеся оплакивали смерть 6-месячного мальчика, заколотого штыком, как утверждают власти, во время зверского нападения российского военнослужащего на армянскую семью. На поминальную службу по Сереже Аветисяну в церковь Святого Знамения пришли сотни человек. Мальчик скончался от ран 19 января. Его родители и 4 других родственников были убиты при нападении на прошлой неделе. Президент Афганистана Ашраф Гани внес в парламент на вотум доверия свои кандидатуры для правительственного кабинета. Выступая в Нижней палате, Гани пообещал бороться с коррупцией, осуществлять реформы, восстановить мир и обеспечить эффективное управление. Усилия Гани, кующего единство с правительством, руководимым Абдулой, заняли более 3 месяцев на фоне дискуссий по поводу ключевых позиций после спорных президентских выборов. В Киргизстане около 1000 человек вышли с протестом против изображения пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале «Шарли Эбдо». Среди участников митинга в Бишкекском парке Горького были законодатели и оппозиционные политики. Протестующие держали плакаты, гласящие «Я люблю моего пророка Мухаммеда». Исламистские боевики убили 12 человек в результате нападения 7 января на редакцию «Шарли Эбдо» в Париже. В Македонии был выражен протест против решения суда отправить в тюрьму журналиста Томислава Кезаровского. Демонстрация прошла в столице Скопье перед зданиями апелляционного суда и правительства. Кезаровский, который был временно освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья, присоединился к протестующим. На прошлой неделе апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении журналиста, обвиняемого в раскрытии личности свидетеля убийства, и снизил ему наказание до 2 лет. В иракском городе Хилла, к югу от Багдада, сотни сотрудников, принадлежащих государству текстильной фабрики, приняли 19 января участие в демонстрации. Протестующие заявили, что не получали зарплату вот уже несколько месяцев. Собравшиеся угрожали установить бессрочную блокаду завода, пока им не будут выплачены долги, и держали плакаты, призывающие к отставке министра промышленности Насир Аль-Исави. В Пешаваре на северо-западе Пакистана родители и чиновники собрались на молитву в память жертв 16 декабря, когда талибы напали на военную школу. Официальные лица объявили, что несколько школ в Пешаваре будут названы именами детей, погибших в ходе нападения, унесшего в общей сложности жизни 151 человека.